Адаптация студентов из Якутии в Владивостоке – это уникальный процесс, в котором пересекаются разные культуры, традиции и образовательные подходы. Каждый год сотни якутских студентов приезжают в этот приморский город, чтобы получить образование в одном из ведущих университетов. Студенческая жизнь у ребят начинается с мероприятий на кругах. Такие встречи организует якутское землячество «Кескиль». Каждый год активисты готовят насыщенную программу, интересные игры для знакомств. Там студенты проводят время на свежем воздухе, поют песни с гитарой у костра и находят новые знакомства. Да, адаптация проходит замечательно. Вот у нас очень много земляков. Со всеми с ними я уже познакомился. За короткое время успели все познакомиться, чуть-чуть поиграть. Впечатление от кампуса. Кампус очень хорошо устроен. Мне очень нравится. Все очень как-то современно. Вот. От города тоже я очень приятно удивлен. Первые дни учебы прошли легко. У нас пока мало пар. Просто ознакомление с учебным процессом идет и рейтинговой системой ДФУ. Касательно деятельности якутского землячества стоит отметить их ежегодное планирование. Активные студенты из Якутии часто собираются в офисе постоянного представительства для встречи и обсуждения грядущих мероприятий. На адаптацию и социализацию первокурсников напрямую взаимосвязано землячество, так как именно они собирают студентов из Якутии на культурно-массовых мероприятиях. В текущем году земляки планируют организовать ряд мероприятий: зимний бал, спортивные выходные, Мисс Азия ДУФУ и Саха-поход. Помимо этого, также в их план входят встречи с профориентационными турами и помощь в организации больших мероприятий, как ЭСЭХ. Встретились с постоянным представительством Якутии. В первую очередь, чтобы, конечно, познакомиться, встретиться, познакомить наших ребят, но также обсудить планы на следующий год. Ну, именно на этот учебный год, получается, на 2024-2025. Мы уже организовали встречу на кругах и посвящение в первокурсники. Сейчас нас ожидает мероприятие Юрингтюн. Это вот что-то схожее с Хэллоуином. Далее у нас планируется провести зимний бал ежегодно. Также ежегодные такие мероприятия, как спортивные выходные, Мисс Азия, Сахафест и вот ЭСЭХ, который организовывается посредством, мы как бы выходим именно как рабочая сила, да. Сперва-наперво мы создаем группы в Телеграме для первокурсников, для абитуриентов. Мы отвечаем на их вопросы, мы помогаем им с какими-то проблемами, если у них возникают при этапе поступления. Далее эта группа превращается в группу первокурсников, и уже там мы начинаем обсуждать какие-то, если у них есть проблемы. Особое внимание уделяется посвящению в первокурсники, которое становится важным этапом в жизни каждого студента. Это событие наполнено традициями, конкурсами и культурными мероприятиями, которые помогают новоиспеченным студентам почувствовать себя частью большой университетской семьи. В таких мероприятиях якутские студенты могут продемонстрировать свои навыки, а также познакомиться с активистами и старшекурсниками, что помогает им быстрее влиться в студенческую жизнь. Посвящение в первокурсники – это наше традиционное мероприятие в нашей организации, и мы подготовили очень интересную программу. Туда входят игры по станциям, знакомства, вкусный фуршет, и в конце их ждет яркое награждение. Сегодня к нам приехало примерно 200 человек, если не больше. Нам удалось арендовать целую базу отдыха «Россиянка» и предоставить нашим первокурсникам, нашим участникам 50% скидку на аренду домиков. Большинство таких мероприятий посещают сотрудники постоянного представительства, знакомятся с новоиспеченными студентами и рассказывают о себе. Студенты сами очень активные, они берутся за любые дела и активно все это претворяют в жизнь. Мы очень рады, что у нас действительно молодежь готова заниматься проектами, их реализовывать. Все мероприятия, которые организовывает Кескиль, постоянное представительство, конечно, поддерживает, и мы всегда работаем бок о бок с нашим Кескиль. Подавляющее большинство студентов в Владивостоке поступает в Дальневосточный федеральный университет. Здесь департамент по молодежной политике активно разрабатывает и готовит мероприятия для легкой интеграции студентов в учебную жизнь. Сначала проходят полезные лекции о структуре университета, встречи с политиками города, посвящению в первокурсники, ярмарка студенческих объединений и творческого центра. Одним из самых полезных проектов является проект «Наставники». Проект «Наставники» – наши большие помощники. Мы с ними работаем уже там больше
5 или 6 лет. Они работают с первокурсниками до начала адаптационных мероприятий и до начала учебного года вообще в целом. То есть как только у нас выходят приказы о зачислении, они добавляются в чаты и работают уже с ребятами непосредственно онлайн. То есть это примерно там 1,5-2 недели. Они рассказывают также про правила вуза, как заселиться, какие документы привезти с собой, что не забыть, ну и вообще в целом, чтобы подготовиться к приезду, да, в наш Приморский край. А потом, уже в период адаптационной недели, когда уже все здесь, наставники работают также с группами, посещают с ними мероприятия, о которых я сказал ранее, и вообще в целом классно проводят время. Если группа, да, тоже хочет как-то классно провести время, они, в общем, с ними на связи и помогают им в адаптации. Да. Учеба в университете – это еще один важный аспект адаптации. Новые требования, сложные дисциплины и необходимость освоить различные методы обучения могут стать настоящим испытанием. Однако студенты из Якутии проявляют упорство и стремление к знаниям, что позволяет им успешно справляться с академическими трудностями. Поддержка кураторов и преподавателей, а также помощь старших товарищей создают атмосферу, в котором каждому студенту становится легче адаптироваться к новым условиям. Стоит отметить, что обучение в разных направлениях значительно отличается. Сперва было довольно сложно, поскольку я приехал в новый город, никого не знал. Но потом я подружился со своими одногруппниками, начал интересоваться нашими дисциплинами. Мне очень понравилась история международных отношений на первом курсе. Мы изучали, как определенные исторические события влияют на то, как международные отношения строятся и развиваются. У нас много английского на неделе. У нас есть профессиональный английский, направленный на международные отношения и его лексику, а также обычный английский на повседневные темы, чтобы улучшить наше произношение, наше в целом общее знание английского языка. А также есть второй изучаемый язык, который мы выбираем самостоятельно. Я выбрал корейский, потому что мне интересна корейская культура, история и в целом эта страна. Я учусь уже 3-й год на корейском, и мне нравится мой преподаватель Кружка Валерия Олеговна. Мы каждую пару начинаем с того, как наши каникулы прошли, как наши выходные прошли. Мы разговариваем на корейском. Если мы что-то не понимаем, мы спрашиваем, конечно, у нее на русском, но больше половины пары говорится на корейском языке. Так, например, отмечают, что обучение на технических направлениях значительно сложнее, чем на гуманитарных, но, несмотря на это, ребята справляются. Мое направление – информационные системы и технологии, а подгруппа – программирование робототехнических систем. Я учусь уже 3-й год, все дается легко, местами сложно. Каждый день мы работаем на компьютерах, нам дают задания, например, создать веб-сайт, работающий на нашем ноутбуке. То есть сервер у нас находится. Мы сами делаем все ее обслуживание, домен и так далее. Адаптацию я прошел хорошо, потому что я поступил со своей школы вместе со своими одноклассниками. Нас было 5. Поэтому я с ними жил, с ними гулял, а потом нашел землячество Кискиль и туда вступил. Путь к успешной адаптации начинается с жизни в общежитии, где молодые люди сталкиваются с новыми условиями и вызовами. Жизнь в общежитии – это целый мир, где студенты учатся не только взаимодействию, но и взаимопониманию. Соседство с представителями других регионов России, а также зарубежья обогащает их культурный опыт. Вечерние посиделки на кухне, обмен традициями становятся основой для дружбы и взаимопомощи. Многие студенты рассказывают о том, как находят общие интересы с соседями, а также делятся своими знаниями о якутской культуре. Вместе с тем, руководство Дальневосточного федерального университета предпринимает следующие действия. Это мы запросили все места, которые только возможны в других вузах. К сожалению, в других вузах такая же проблема, если не хуже. Да? Но вместе с ним наши соседи – это театрально-музыкально-танцевальный комплекс. Все называют его по-разному. Выделил студентам университета дополнительно 200 мест. Мы используем это места для заселения по рейтингу. Да, те студенты, которые сегодня не проживают на кампусе, смогут проживать не так далеко, в принципе, в пешей доступности. Но, по крайней мере, я туда хожу пешком, как и, в принципе, по кампусу. Большую помощь нам оказывает Объединенный студенческий совет, который
также оказывает помощь студентам в снятии квартиры. У нас есть различные группы, в том числе и группа департамента гостеприимства и сервиса нашего, да, где можно найти своих соседей. Проживание на кампусе ДВФУ привлекает студентов благодаря своему расположению на берегу моря и развитой инфраструктуре. По территории кампуса курсируют бесплатные шаттлы, обеспечивающие удобный доступ к учебным корпусам. Общежития здесь больше напоминают гостиницу. Да, мне очень нравится жить на кампусе. В первом курсе нас всех первокурсников заселили на корпуса в кампусе. Во-первых, это очень удобно. Во-первых, потому что все учебные корпуса, стадион, спортивные площадки, магазины, все находятся в шаговой доступности. Во-вторых, у нас ходят шаттлы бесплатные по кампусу. Это очень удобно перемещаться по всей территории ДУФУ. Также у нас есть набережная, где тоже можно пойти прогуляться около моря. Также мы можем свободно перемещаться по корпусам с помощью пропусков. Да, у нас нет комендантского часа, мы можем уйти и прийти тоже, когда захочется. Далее у нас есть еще зона коворкинга, где можно поучиться, поработать. Есть общие кухни, где тоже можно вместе поготовить. Важным элементом процесса адаптации является деятельность постоянного представительства Якутии в Владивостоке. Это учреждение не только поддерживает связь между регионами, но и активно помогает студентам в их интеграции в новую среду. Представительство организует различные мероприятия, такие как встречи с якутянами, мастер-классы и культурные праздники, которые способствуют созданию комфортной атмосферы для обучения и общения. Здесь можно получить консультации по вопросам учебы, жилья и социальной адаптации, что существенно облегчает жизнь молодым людям, приехавшим из Якутии. Постоянное представительство Республики Саха-Якутия, как орган исполнительной власти, который находится вне территории Республики Саха-Якутия, постоянно взаимодействует со студентами из городов Благовещенск, Хабаровск и Владивосток. Студенты могут обращаться по разным жизненным ситуациям, таким, например, как если есть проблемы с получением медицинских услуг, если есть вопросы по учебе, по заселению общежитий, да? Бывают и разные моменты, единичные случаи. На еженедельной основе в стенах постоянного представительства проходят встречи с председателями активов 3 городов, где обсуждаются вопросы по организации мероприятий касательно адаптации студентов младших курсов, чтобы старшекурсники наставляли и их вели до конца, можно сказать, учебного процесса. Адаптация студентов из Якутии и Владивостоке – это не только процесс преодоления трудностей, но и возможность для роста, самосовершенствования и обогащения. Владивосток становится не просто местом для учебы, а вторым домом, где каждый находит поддержку, дружбу и новые горизонты для развития. Лиана Михайлова, Владивосток.